Жол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрдің орынбасары Тоғжановқа. Өткен жылдың маусым айынан бастап президент Қасым-Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау министрлігіне коронавирусқа қарсы екпелерді сатып алуды бірнеше рет тапсырғаны белгілі. Шенеуніктер президенті ресейлік және отандық екпелер республика халқын толық қамтамасыз етеді деп сендірді. Ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап Қазақстанда жаппай екпе егу басталды. Алайда, содан бері мемлекет басшысы да, мәжіліс депутаттары да осы науқанға наразы болып бірнеше рет қатты сынға алған болатын. Видимо, под давлением этой критики Министерство здравоохранения стало оперировать процентами вакцинированных не по отношению к общему числу населения, а к так называемому подлежащему вакцинации населению. Напомним, что при обсуждении Кодекса здоровья в прошлом году предыдущий министр здравоохранения говорил о необходимости охвата для формирования коллективного иммунитета не менее 70–80% от общего числа граждан, а вовсе не от подлежащих вакцинации. Насколько мы знаем, такого же подхода придерживаются в Европейском Союзе. Таким образом, текущие цифры вакцинации 60–70% от подлежащих вакцинации, о которых вчера сообщил Минздрав, неоправданно оптимистичны. В общей доле населения они составляют 34,2%, то есть 6,5 миллионов человек полностью вакцинированных к 19 миллионам населения. То есть до уровня коллективного иммунитета Казахстану еще очень далеко. В этой связи остро встает вопрос ускорения темпов вакцинации, что возможно за счет расширения выбора вакцин. На это в своем послании указал и глава государства, потребовав как можно скорее приобрести вакцины, одобренные ВОЗ. Считаем, что ввоз в Казахстан достаточного количества вакцин, признаваемых международным сообществом и дающих право на свободное передвижение по миру, способно придать новый импульс вакцинации населения. Особенно это касается граждан с европейским образом мышления, молодежи, обучающейся в западных вузах, а также членов их семей. Однако медучреждения и спустя месяц после поручения президента не могут сообщить дату начала вакцинации такими препаратами, как, например, уже упоминавшийся Pfizer, даже на платной основе. В этой связи депутатская фракция «Ак Жол» просит сообщить. Первое. Были ли кто-либо из должностных лиц привлечены к ответственности за неоднократные срывы массовой вакцинации в предыдущий период? Второе. Когда будет обеспечено достаточное количество вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом? Третье. В том случае, если сроки вновь затягиваются, возможно ли организация такой вакцинации на платной основе для граждан, выезжающих за рубеж на учебу и в деловые поездки? Четвертое. Каков прогнозный срок выхода Казахстана на уровень коллективного иммунитета? С уважением, депутаты фракции «Ак Жол».